живого исполнения, динамичного, мощного, чтобы на стадионе сыграть, нужно было сделать электроинструмент. Поэтому вот с нашими друзьями с Москвы, со студией Шамрай, вот я спроектировал и сделал вот этот инструмент. Здесь один элемент есть, который добавил мой коллега из Алдаспана Максат Хасанов, он соло-дамбрист. Вот он сказал, что на последние 6 струн было бы неплохо добавить гриф по типу гавайской гитары, для того, чтобы потом можно было играть соло. Чем примечательный этот инструмент? Здесь 23 струны, и в принципе она дает колоссальную гамму. Если на гитаре 6 струн, то здесь 23. Можно играть и горизонтально, можно играть под углом. Вот чем удобен инструмент, тут в основном ладов нету, и уже готовые аккорды можно играть, допустим. Особенность его в том, что у него, если видите, вот этот вот корпус, он очень большой. Из-за этого у него звук очень продолжительный, он долго не гаснет. Вот смотрите. Он может долго-долго так стоять. Поэтому тот человек, который будет на нем играть, его профессионализм будет не в том, сколько атаковать струны, сколько их приглушать вовремя. То есть сыграл, приглушил. В этом инструменте используются две технологии. Вот здесь есть пьезоэлемент, вот они, их слышно. Вот, и электрозвукосниматели, электромагнитные звукосниматели. Вот. Можно между ними балансировать, в общем-то, это же в ходе игры можно будет определить. Можно еще использовать у нас овердрайв. Слышно, да? Это уже у нас овердрайв. Прям как в роке. То есть, в принципе, можно будет играть и... Есть такой слайдер, но это батарейка, на самом деле есть слайдер такой. То есть можно будет использовать игру эту, в общем-то, слайдами. Это как на гавайской гитаре, в общем. Вот его прародитель слева, акустический. Вот, там 23 струны. Ну, конечно, были разные варианты, были меньше, но 23 струны это уже как бы последняя модификация оркестровая, которая, в принципе, позволяет давать такую, так скажем, гамму звуков, которая бы, в общем-то, удовлетворяла коллективное исполнение музыки. Вот. Но опять-таки там не разбежишься сильно, только микрофонами можно снимать, и струны там не чистый металл, потому что у них навивка идет такая мягкая, в смысле тканевая, по-моему. Этот инструмент такой сделан впервые в мире. То есть, так скажем, Казахстан идет впереди планеты всей, и мы презентуем, так скажем, этот проект в рамках фестиваля. И аналогов этому в мире нет такой группы. То есть там будет бас электродамбра, ритм соло электродамбра и жетиген. И такого в мире нигде нет. И большая честь, что и, так скажем, да, в общем, эта группа будет анонсирована на Spirit of Tengri.